первые азы к масляной живописи показывал он. В принципе, это мой единственный учитель, по сути. Его больше знает как барабанщика группы Файтон, Реза Бейтулаев. Она тоже музыкант, но школу на фортепиано заканчивала. Семья поддерживает нас. Я не говорю только о именно живописи, о изобразительном искусстве, а именно и о режиссуре, и о музыке. Они сами музыканты, и они всегда нас поддерживали. Из самого детства не было такого, что наоборот поддержка и вариации реализовать тот или иной проект, мы часто обращаемся к ним, к советам. То есть у них старая школа, в которой много чего можно черпать. Отец, он вокалист, не только ударный. Когда он пел, я занимал позицию барабанщика. Заменял его на барабанах, потом бэк-вокал, потом потихоньку перешел на гитару. То есть музыка присутствует в жизни. С детства, оно же родители и наши буйханашки, дедешки, они и говорили, то есть на крымско-татарском постоянно, то есть было на слуху, и ты с самого детства слышишь о любви к родине все-таки, в разных ее проявлениях. Одной из первых моих работ вообще живопись — это море, кажется, было. И очень много и в школе, допустим, до сих пор висят работы живописи именно море. Оно все начиналось с моря, когда я начал изучать технику, как правильно показать море. И потом начал перерастать в разные другие пейзажи. И любовь, то есть к родине, это все-таки, в первую очередь, это родители и семья. Они и прививают. Это анимационный мультфильм. Саму анимацию делали в именитой студии Индии. Ездили в Индию, был хороший опыт. Делали пилот-версию из 20 минут. Достаточно довольно хорошо получилось, но не совсем то, что мы хотели. 50% из 100 получилось сделать. Поэтому мы приостановили его и, иншаллах, планируем продолжить. Заново. Начиная от концепта персонажа до бэкграундов и до сторибордов, мы делали все сами, разрабатывали. Очень интересный сам сценарий, идея. И поэтому погрузились в него, делали 2 года и выбирали студии. Так и остановились на индийской студии. Danço koydu kolları, 4 участок варили, анда danço koydu bizden de bu yana. О нашем проекте 18 мая, когда люди говорили что они, смотря ролик, они плакали, допустим, плачут, нам рассказывают эти ощущения, а у меня появлялась улыбка на лице. Это не из-за того, а улыбка что у меня получилось занести человеку. То есть если человек затронуло, то есть я радовался из-за этого. Изображаю я, в принципе, в основном Крым. Места это все-таки исторические места. Допустим, те деревни, которых уже нет, тоже важно. Те пейзажи, допустим, я очень часто рисовал Ханский дворец, Хан-сарай. Мы представляем его в одном ракурсе практически, к нему подойти сложновато. Это или общий кадр, или один кадр, который он находится с дороги. В разных порах,
разная подача света. То есть ты экспериментируешь, и постоянно работать интересно. То есть практически не надоедает. У меня очень много хан-сараев, да, и на закате, и на рассвете. Талант – это одно дело, но очень много зависит от работоспособности. Это со временем все больше и больше понимаешь. Не только по себе, а как бы просто изучая, как бы наблюдая за людьми и за разными деятелями. Это не только искусство. Учимся в процессе, как бы, когда просто изучая пейзаж, локацию какую-то. Мы ее сначала изучаем, мы думаем в голове, как это нарисовать. Иногда нет, иногда спонтанно ты начинаешь просто. Но любой пейзаж ты изучаешь. Я рисовал Стамбул, я рисовал в Турции Стамбул. То есть Стамбул, вы сами знаете, это архитектура. И каждую детальку я просто часть Стамбула выучил, просто рисуя его. Потому что каждый домик надо было прорисовывать. И то есть я один район полностью, даже не район, а можно сказать, большую часть Стамбула выучил просто по рисунку. Вдохновляет все вокруг практически. Само настроение. Или даже порой бывает настроение, наоборот, не рисовать, оно бывает в процессе. То есть в процессе рисования оно приходит вдохновение. Техники различные. Я пробовал, всегда пробую что-то свое, что новое. Люблю экспериментировать. Почему я так тонко отношусь к технике? То есть я не сильно зацикливаюсь только на живописи, масляной или, допустим, акварели. Я люблю разные стили. То есть я люблю это же использовать, допустим, в графическом дизайне или, допустим, там же, допустим, кинематографе, это все. То есть и поэтому в разных сферах хочется работать, конечно, хочется признания, но оно само приходит с собой. Если ты любишь свою работу,